Апти Шадиев вспоминает своего отца как достойного, храброго и мужественного человека. «Он был для меня примером отваги и крепости духа», — говорит его сын. Еще совсем юношей Алаудин Шадиев был призван в ряды Красной армии до начала Великой Отечественной войны. Не окончив индустриальный техникум, его назначили писарем в штаб Харьковского округа. Поработав там какое-то время, ветерана перенаправили занять оборону на стыке 19-й армии, где и произошло первое столкновение с противниками. Вот они пришли, налет, сильнейший налет авиации немецкой, всю эту станцию в кашу превратили. Самолеты как улетели, их туда, на станцию, привели, чтобы разбирать все это. Там очень много народу погибшего. Вот это, говорит, первый раз я понял, что я выжил, говорит, вот благодаря этому командиру своему, что он вот так вот не стал нас заводить туда. Спустя некоторое время командир полка предложил Алаудину Шадиеву покинуть передовую зону и перейти в погранучилище курсантом. Пройдя там трехлетнее обучение за полгода, на то время рядовой начал обучать офицерскому делу солдат в Туркестане. Уже в звании лейтенанта Алаудин отправился на передовую в Закавказье. На самом сложном участке прикрывать тылы Красной армии их поставили. Когда освободили западную границу, сразу приказ поступил опять Верховного главнокомандующего. Пограничные войска больше не участвуют в боевых действиях, они остаются на территории Советского Союза, а дальше погнали уже без них. Вот эти 2 года считается как военными, что он участвовал в войне. В 40-е годы лейтенант считался одним из репрессированных, так как ингушский народ был депортирован со своих исконных земель советскими властями. У Алаудина Шадиева возникали сложности на службе, но он все преодолел достойно, отмечает его сын. Ветеран Великой Отечественной войны при жизни сохранял удивительную ясность мысли и крепкую память, из глубин которой он черпал такие детали и подробности своей жизни, придумать которые невозможно. И эти воспоминания вызывали у него разные чувства: боль за все перенесенные страдания и гордость за их достойное преодоление. Не было спокойно, потому что то бомбежки, то разведчиков где-то сбросили, парашютистов и так далее. Постоянно, значит, в движении, в поисках и так далее продолжали находиться в городе Харькове. После войны Алаудин Шадиев занимался воспитанием детей. Никогда не баловал, был строг и принципиален в каких-то моментах. У ветерана были также и достойные друзья, которые и по сей день вспоминают о нем с теплотой. Алаудин Шадиев был очень уважаемый человек у нас в городе. Очень уважаемый. Мы знали, что он ветеран Великой Отечественной войны. Его очень сильно уважали не только родственники, а вообще в городе он пользовался большим авторитетом. Часто выезжали по школам, во многих школах он проводил встречи с учениками. И поэтому был такой, знаете, известный человек у нас в городе. Ветеран, чья жизнь посвящена героической борьбе против фашизма, ингуш, чье имя вшито золотыми буквами в историю Победы, принимал участие в разных патриотических мероприятиях. В 2007 году при присвоении статуса «Город воинской славы» Малгобеку Алаудин, несмотря на плохое самочувствие, держал стать и выдержку, присущую только настоящему воину-горцу. Его не стало 30 декабря 2017 года, но память о нем осталась в сердцах многих людей. Мадина Цора, Мухаммад Индиев, Магаз, 24.